عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мы с вами продолжаем изучение акиды и продолжаем с вами изучение непростой темы, которая связана с неверием, которая связана с неверием, с язычеством, с вероотступничеством. Все эти темы такие достаточно очень такие тонкие, непростые. И повторюсь, что эти темы мы с вами изучаем прежде всего, чтобы защитить себя и своих близких от подобных грехов. Это первое. И мы не изучаем эти темы, чтобы кого-то в чем-то обвинять. То есть мы изучаем эти темы, чтобы разобраться, скажем так, сначала в самом себе, донести эти знания до наших близких людей, и не изучаем эти знания, чтобы направо-налево кидаться обвинениями в неверии, как, к сожалению, делают некоторые. И на прошлой встрече мы с вами говорили про большое неверие, говорили про виды неверия, приводили примеры неверия. И в данный момент первый вопрос учебный у нас с вами – это причины неверия, асбабуль куфр, причины неверия. Самая первая причина, которую выделяют ученые, это аль-кибр или же такаббур, это высокомерие. Это высокомерие. То есть таково неверие иблиса, шайтана. Высокомерие человека настолько, скажем так, в кавычках велико, что мешает принять истину. И вот это высокомерие является причиной неверия человека. Сюда также можно привести пример, когда человек, например, оставляет намаз, не совершает намаз. В этом случае он является верующим, если оставляет намаз из-за лени, по своей лености. Но если человек оставляет намаз и оставляет любые фарды, будто намаз, пост, хорошее отношение к родителям, другие фарды, то есть то, что принято фардом однозначными, если человек это пропускает, если он оставляет это именно из-за высокомерия, не из-за лени, не из-за того, что он не может как-то организоваться, а именно из-за высокомерия он это оставляет. В этом случае это будет неверие. Вторая причина, которая является причиной неверия, это совершение грехов. Скажем так, безразборное совершение грехов. То есть человек не стыдится греха, он совершает грехи направо-налево. И как ученые говорят, эти слова приводит имам Ар-Раббани, говорится «Аль-исрару аля сагаири юадди иля аль-кабаир». То есть постоянное совершение малых грехов приводит к совершению большого греха. «Валь-исрару аля аль-кабаири юадди иля аль-куфр». А совершение больших грехов ведет к чему? Ведет к неверию. То есть совершение, имеется в виду аль-исрар, это постоянное совершение больших грехов, когда человек, скажем так, не то, что не разбирается, он понимает, что это грех, но просто не сдерживается.
он дал волю своему нафсу, своим страстям, и он постоянно совершает грехи, постоянно совершает большие грехи, и это может привести человека к неверию. Поэтому вторая причина – совершение многочисленных грехов может привести к неверию. Третья причина – это зависть. Это зависть. Примеров зависти на самом деле тоже много. И в Коране упоминается история со завистью, и в хадисах упоминается история со завистью. Поэтому если кто-то кому-то завидует, вот это зависть. Например, ну представьте себе, допустим, а, два брата, соседи, компаньоны, одноклассники, одногруппники, вроде как друзья. Один из них, допустим, принял ислам, стал верующим, и он призывает своего товарища к принятию ислама, но тот ему всегда завидовал и до сих пор, допустим, завидует, и вот эта зависть ему что делает? Тоже мешает принять эту веру, принять истину. Здесь, возможно, что-то перемешка с высокомерием может быть, но зависть как отдельно также может стать причиной неверия. Четвертая причина – это чрезмерная любовь к этой дунье, чрезмерная любовь к этому миру и предпочтение этого мира над миром вечным. То есть, допустим, человек занимает какую-то должность, у человека какой-то бизнес, и э, его бизнесмен, его компаньоны, его сотоварищи, если узнают о том, что он принял ислам, то перестанут с ним вести какие-то переговоры, перестанут с ним вести какие-то деловые отношения. И он думает про себя, думает, размышляет, если же они перестанут со мной общаться, если они перестанут со мной заключать какие-то деловые прибыльные договора, то я лишусь какого-то удела, лишусь своего достатка, мне это будет тяжело и так далее, и так далее. Вот эта чрезмерная любовь к этим деньгам, к этому миру, что делает? Возможно, приведет его к тому, что он откажется от принятия истинной веры. Поэтому чрезмерная любовь к этой дуне может приводить людей и к убийствам, и к воровству, и к непринятию веры во Всевышнего, непринятию истины. Упаси Аллах. Следующее – это слепое подражание, когда человек просто подражает и не разбирается, во что все-таки он должен верить, во что он верить, скажем так, не должен. Он не хочет разобраться. То есть он просто увидел, как его родители, как его бабушки, дедушки, домочадцы, окружение, аксакалы, старейшины, как они веровали. Он без разбора принял эту веру, слепое подражание, полное слепое подражание. И в конце концов, в один из дней может произойти так, что у него, допустим, испытание, он должен разобраться. Все-таки каждый мусульманин, не только каждый мусульманин, каждый человек должен разобраться, во что он должен свято верить, скажем так. Во что он должен верить железобетонно, непоколебимо, не сомневаясь. А что он должен оставить? Каждый человек должен в этом разобраться, абсолютно каждый. Неважно, является ли он мусульманином или не является таковым. Потому что вера в Бога возложена, это обязанность, которая возложена на всех, абсолютно на всех людей. Так вот, он не разбирается, он не разобрался. Вот это слепое подражание, возможно, приведет его к чему? К неверию. А возможно, он таки, как был изначально неверующим, так и может остаться неверующим. Либо же другое объяснение. То есть он просто подражает своим предкам и предпочитает, вот скажем так, верование, традиции предков над исламом. Следующая причина – это ассуб, это некий расизм, национализм. То есть когда человек ставит себя выше остальных, и, к примеру, допустим, он может подумать, что вот арабы, в кавычках, второсортные люди, там, третьесортные люди, это люди, там, страны, представители третьего мира, третьих стран и так далее, и так далее. Вот таким образом его расизм, его национализм, его, скажем так, чувство превосходства вперемешку с высокомерием может привести его к тому, что он откажется от ислама. Например, как это было с пророком Нухом, алейхиссалям, точнее, с его народом, когда в него уверовали бедные из его народа,
и богатые сказали, то есть ты оставь бедных людей, и мы уверуем в тебя, последуем за тобой. Вот наподобие этого. Получается, вот чувство превосходства мешает человеку что делать? Принять веру. Либо же его, скажем так, вот это высокомерие, как был первый пункт, мешает ему находиться рядом, допустим, с незнатными людьми, мешает находиться ему рядом с неимущими, с бедными людьми. Упаси Аллах. Далее мы с вами переходим к следующей подтеме. Это аль-куфру аль-азгару. Это малое неверие. Малое неверие. Мы с вами сказали, что куфр, неверие бывает большое, то, что выводит человека из ислама, то, что его делает, его деяние, доброе деяние делает тщетными, допустим, если он до этого был мусульманином и стал вероотступником. Это то, если он на этом умрет, упаси Аллах, то он навечно окажется в аду. Теперь же аль-куфр аль-азгар, то есть малое неверие, это большие грехи. Это большие грехи. Это грехи, которые в хадисах или в аятах называются куфр, но не достигли того куфра, который считается аль-куфр аль-акбар, большим куфром, большим неверием. То есть это куфр больше в лексическом значении, как неблагодарность. Как неблагодарность. И можно сразу коротко сказать, что все большие грехи, которые не выводят человека из ислама, все большие грехи, которые не выводят человека из ислама, они все считаются малым неверием. Малым неверием. Давайте приведем несколько примеров. Один из примеров – это убийство человека. Убийство человека считается большим грехом, оно не настолько большим, чтобы выводило его из неверия, из лона ислама. Не настолько большое, чтобы считать этого человека неверующим. Но, если же он по каким-то своим убеждениям убежден в том, что этот человек заслуживает смерти, что это заслуживает смерти, другими словами, он дозволяет его кровь, хотя на самом деле его кровь запретна, это уже, возможно, перейдет в другую границу, в другую грань, дозволение однозначно запретного. Дозволение однозначно запретного. И это может уже стать чем? И он дозволил его кровь, однозначно запрещенную, и он, допустим, покушается на его жизнь, он его убил, к примеру, и, возможно, это, возможно, станет большим неверием, выводящим человека из ислама. Почему? По той причине, что он дозволил однозначно запрещенное. Если же вот этого дозволения нет, и убийство произошло на фоне ревности, на фоне каких-то других причин, которые не относятся к неверию большому, то в этом случае это малое неверие, но это большой грех, это очень большой грех. Второй пример – это, если взять супружеские отношения, это называется аль-итьяну фид-дубур. Субханаллах, вот был такой термин – извращенство. Извращенство. То есть извращенство в супружеских отношениях считается большим грехом. Большим грехом, то есть малым неверием, не выводящим человека из ислама. Следующий пример, когда человек приписывает себя не к своему отцу, не к своему роду. Допустим, какая причина может быть? Допустим, он пошел с кем-то познакомиться, дабы наладить свои какие-то деловые отношения, наладить какие-то вот мостики для бизнеса, и он представляется, допустим, сыном такого-то, такого-то, там, может быть, чиновника, не знаю, богатого человека, знатного человека, уважаемого человека. То есть он приписывает себя к другому отцу, к другому роду. Вот это является также большим грехом, малым неверием, не выводящим человека из ислама. Четвертая причина – аньяха, причитание, которое обычно происходит, когда человек умирает. И обычно это причитание бывает именно со стороны женщин. То есть причитания такие, как, например, лучше, чтобы Аллах забрал меня вместо тебя, почему же ты так рано ушел, и так далее. Если это уже перейдет, допустим, к тому, что человек будет считать, что это является вульмом со стороны Аллаха, будто бы несправедливо со стороны Аллаха, это уже может перейти уже в разряд большого неверия, упаси Аллах. Пятый пример – это когда клятва не Аллахом. В хадисе сказано
«Ман халяфа бигайрилля факад кафара ва ашрака». Кто поклялся не именем Аллаха, кто поклялся не Аллахом, тот воистину что сделал? Сделал куфр и сделал ширк. И ученые комментируют, здесь имеется в виду куфр и ширк, это малый куфр и малый ширк. Малое неверие и малое язычество. То есть это то, что не выводит человека из ислама. Шестой пример – это неблагодарность женщины, жены по отношению к своему мужу. Вот в хадисе передается о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, во время вознесения на небеса, Аллах ему показал ад, и он, когда об этом сообщил своим сподвижникам, и сказал, что большинство обитателей ада эти женщины, почему такфурны? Якфурны, потому что они проявили куфр. Но пророк Мухаммад, алейхиссалям, пояснил, яхфурна аль-ашир, то есть они проявили куфр в отношении своих мужей в каких-то, скажем так, бытовых вопросах, ашир, в каких-то бытовых вопросах. И там даже приводится пример в хадисе же, то есть муж хорошо относится к своей жене, и когда вдруг он где-то проявил какую-то оплошность, там что-то не доглядел, там что-то забыл, к примеру, забыл поздравить с каким-то праздником, узаконенным в исламе, и жена его что делает? Жена ему говорит, что я от тебя никогда не видела добра. Вот это называется яфурн аль-ашир, то есть неблагодарность по отношению к своим мужьям в этих вопросах, вот в наших повседневных бытовых вопросах. Поэтому неблагодарность жены по отношению своего мужа также является малым неверием. Седьмой – это ходить к прорицателям, к предсказателям, к ясновидящим. Это все, конечно же, в кавычках. То есть приход туда является чем? Является большим грехом, но не является неверием. Неверием может явиться тот случай, когда человек пришел туда, и этот прорицатель призывает к тому, чтобы человек оставил ислам, призывает к тому, чтобы человек оставил, допустим, намаз или что-то еще, то, что вот сакрально для мусульман. То, что общепринято у мусульман, он призывает это оставить, и человек это оставляет, это уже возможно прийти уже в разряд большого неверия, упаси Аллах. И еще один пример большого греха и малого неверия – это оставление намаза, оставление фардов, кеслян, именно из-за лености, из-за лени. Примеров, конечно же, много. Давайте сделаем, это всего лишь были примеры, чтобы понять, что же такое все-таки малое неверие. И итог какой? Все большие грехи, кроме большого неверия, большого язычества и большого лицемерия, то есть то, что не выводит человека из ислама, все эти большие грехи считаются малым неверием. И Аллах здесь может простить человека, а может и наказать его. То есть он либо может простить, либо может наказать. Человек, если покается искренне, иншаллах, Аллах его простит и не накажет. Если же человек покинул этот мир, не покаявшись в своих вот этих грехах, малым неверии, то Аллах может наказать, либо же простить. А что касается большого неверия, большое неверие прощается только с покаянием. И если человек покинул этот мир, будучи неверующим, упаси Аллах, как мы с вами многократно повторили, его ожидает вечные муки в вечном огне, в гиене, упаси Аллах. Следующая наша тема – это ширк. Ширк называется ширк или называется ишрак, то есть язычество, многобожие. И для начала давайте разберемся, что же такое ширк. Ширк в языке означает уравнивание двух вещей. Уравнивание двух вещей. То есть более широкое значение, то, что больше можно увидеть там в книгах, это предавание Аллаху сотоварища. Предавание Аллаху сотоварища в его делах, в его атрибутах, в его именах. Но давайте пока про имена не будем трогать. Например, человек приписывает Аллаху, допустим, человек приписывает другому человеку качество, которое присуще только Аллаху. И таким образом что получается? То есть вот условно уровень Аллаха, и другому человеку приписывается, или другому какому-то творению, не обязательно человеку, приписывается качество, которое присуще только Аллаху. И таким образом происходит уравнивание.
как бы уравнивание творения с Творцом. И это называется ширк. Также аль-ибадату ли гайрилля говорится, ширк это поклонение не Аллаху. Это поклонение не Аллаху. И итог какой? Ширк это предавание Аллаху сотоварища, это раз. Ширк это поклонение не Аллаху, это два. Ширк это что? Это приписывание кому-либо из творений качества, которые присущи только Аллаху. И в этом значении что получается? В этом значении получается, что ширк более узкое понятие, чем куфр. Куфр более широкое понятие. Кстати говоря, вот сразу же можно отнести, помните, мы с вами говорили про виды куфра. Сюда также можно отнести и ширк, потому что ширк является куфром, это неверие. Это неверие. Но это неверие, ширк, оно больше распространено, оно более узкое. И в этом смысле получается, что каждый ширк – это неверие, но не каждое неверие является ширком. Надеюсь, понятно. В принципе, вот эту часть можно пропустить, потому что это некий такой переход от куфра к неверию. С одной стороны, это такой некий мостик между этими двумя темами. Но ширк в более частном значении именно используется как приписывание Аллаху сотоварищей, приписывание качества Аллаха творениям и так далее. Сейчас мы с вами будем разбирать виды ширка. Я думаю, что все станет на свои места. Вот аят, который мы с вами вначале слушали, Аллах в Коране говорит, это сура Аль-Маида, 72 аят, астаиду билля, иннаху май юшрик билляхи факад харрама Аллаху алейхи аль-джанна. То есть воистину тот, кто совершает ширк, тот, кто приписывает Аллаху за товарищей, тот, кто приписывает качество Аллаха кому-либо из творения, он что сделал? Тому воистину Аллах запретил рай. Тому Аллах воистину запретил рай. Вахуннар, его пристанищем будет огонь. Вамали залимина мин ансар, и таким несправедливым людям не будет никаких помощников. То есть, здесь немного можно прокомментировать. Например, вамали залимина мин ансар, то есть для этих несправедливых людей не будет помощников. Например, может быть так, что, допустим, какой-то великий имам, великий ученый, праведник, благочестивый человек, набожный человек, воспитанный человек, его, возможно, товарищ, так получился, например, или его сосед, или его брат, допустим, умер неверующим, он, этот праведник, никак ему не поможет. В отношении неверующих людей шафаа, заступничество не принимается. Аллах не допускает заступничества в отношении неверующих людей, в отношении вот таких несправедливых людей, в отношении язычников и в отношении неверующих людей не допускается, не принимается заступничество. Так вот, виды ширка. Виды ширка. Первый вид ширка называется ширкуль истикляль. То есть истикляль означает как бы автономность. Имеется в виду здесь исповедование, верование, что будто бы имеется несколько богов, и каждый сам по себе существует. Обычно приводится в качестве примера зороастрийцы, которые, огнепоклонники, которые считали, что есть бог света, и есть бог добра, есть бог зла. То есть они веровали, что существует два бога, такие автономные, друг от друга независящие. То есть получается это классическое древнее такое язычество. И на сегодняшний день некоторые люди, как мы с вами многократно в принципе упоминали, вот для того, чтобы лучше понять тему язычества, нужно вернуться и повторить качества сифаты Аллаха. Нужно вернуться и повторить виды единобожия. Потому что все, что не вписывается в единобожие, оно будет многобожием. Так вот, ширкуль истикляль, то есть когда исповедуется, что несколько богов. Некоторые люди, к сожалению, полагают,
В большей степени это такие слова можно услышать, скажем так, от простолюдин. Они иногда говорят, что у мусульман свой бог, у немусульман там, у других там свои бога, свои боги. То есть это тоже является чем? Это тоже является неким таким ширком истикляль. Это является язычеством. От таких воззрений нужно отказываться. И упаси Аллах, если человек умрет с таким убеждением, то есть он умрет язычником. Второй пример язычества, ширку таб'ид, это когда Богу приписываются разные составные части. Мол, будто Бог состоит там из 2 частей, из 3 частей, из там 4 частей, из 5 частей, из нескольких частей. И таким образом, как бы всецело они являются неким Богом, хотя в то же время они могут что делать? Хотя они могут в то же время что делать? В какой-то мере признавать, что Бог является единственным, кто достоин поклонения. Но верование таково, что у него, таково, что а, он убежден, что Бог состоит из нескольких частей. Третий пример называется ширку такриб, то есть поклонение идолам. Например, Аллах называет идолов язычниками, об этом мы с вами говорили, когда изучали единобожие. Аллах называет арабов до ислама язычниками, и в то же время имеются ясные аяты. Если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, ля якулюнна Аллах, они непременно скажут, что это Аллах. И спрашивают, тогда почему же вы поклоняетесь идолам? И они отвечают, «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна Аллаха зульфа». Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приближали нас к Аллаху. То есть что получается? Арабы эпохи джихилии исповедовали ширк, такриб, ширк язычества, то есть верование в верование и поклонение нескольким множеством идолам с целью, чтобы они приблизили их к Аллаху. Такриб, то есть приближение означает. Приближение означает. В чем же здесь проблема была? Они были убеждены в том, что их идолы приближают их к Аллаху независимо от Аллаха. То есть они приписывали идолам качества, которые присущи только Аллаху. Только Аллах может приблизить нас к себе посредством поклонения, например, и только Аллах может отдалить нас от себя, упаси Аллах. То есть никакие идолы, в том числе никакие шейхи, нас не приближают к нашему Творцу. Третий вид ширка, ширку таклид, слепое подражание предкам-язычникам, об этом мы с вами уже чуть-чуть поговорили. То есть, когда человек что делает? Не разбирается и вот просто слепо верует в то, что верит, то, во что верят или верили его родители, прадеды, его предки, его народ, его, допустим, племя. В отношении вот этих 4 видов неверия, язычества, ученые высказали единодушное мнение. Пятый вид язычества, очень такой непростой, и там есть несколько этапов. Значит, пятый вид неверия, пятый вид язычества, ширкуль асбаб, то есть многобожие, которое выражается в том, что человек приписывает каким-то вещам автономную силу, без участия Аллаха. Без участия Аллаха. Если, например, человек говорит, что вода утоляет жажду сама по себе, из-за своего как бы врожденного такого качества, которое произошло у него без участия Аллаха, вот это будет ширком. Или человек говорит о том, что еда нас насыщает, потому что еда как бы должна насыщать, она нас насыщает по своему врожденному качеству, без участия Аллаха, без вложения Аллахом в эту воду, в эту еду какое-либо качество, как утоление жажды, как утоление голода. В этом случае это будет также ширк. Почему? Потому что только Аллах утоляет жажду. Только Аллах утоляет голод. И в этом случае, если
человек приписывает какой-либо вещи, какому-либо творению вот это вот качество, которое присуще только Аллаху, в этом случае это будет ширк. Если же человек говорит о том, что Аллах сотворил воду таковой, что она утоляет жажду, то есть он убежден в том, что Аллах придал воду качество утолять жажду. Он убежден в том, что Аллах наделил еду качеством утоления голода. Поэтому я пью воду, и утоляется моя жажда. Я ем еду, и утоляется мой голод. В этом случае это не будет ширком, но это будет нововведением. Это будет нововведением. Все-таки возникает вопрос, а какой же правильный подход? Правильный подход заключается в том, что вода сама по себе не утоляет нашу жажду. Еда сама по себе не утоляет наш голод. Лекарства сами по себе не исцеляют нас. Спорт сам по себе не дает нам чувство, не дает нам здоровья. Спорт сам по себе не дает нам чувство энергичности. Сон сам по себе не дает нам исцеление, не дает нам отдых. «Валлаху халякакум ва ма та'малун». Ибо Аллах, что сказал в Коране? Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. И то, что вы делаете. Поэтому, когда мы с именем Бисмилля, с именем Аллаха пьем воду и утоляется наша жажда, мы должны понимать, что это Аллах утолил нашу жажду. И Он также может спокойно утолить нашу жажду и без воды. Но это мир причинно-следственная связь. Кстати, по поводу причинно-следственной связи, вот причинно-следственная связь, но мы должны в этой причинно-следственной связи видеть нашего Творца. Вот как некоторые ученые пишут в своих книгах, то, что вокруг нас, то, что явно, мы должны, говорят, этому противостоять. Каким образом? Они говорят, допустим, выпил воду, утолилась жажда. Это действительно же так. Мы поели, утолился голод, отдохнули, то есть поспали, мы отдохнули, набрались сил, исцелились, выздоровели. Головная боль прошла, это прошло, это прошло. То есть это вот те явные вещи, за которыми мы должны видеть нашего Творца. Это те явные вещи, за которыми мы должны видеть истинного Творца, Аллаха, Господа миров. Вот это будет как раз правильный подход. Поэтому причинно-следственная связь в этой жизни, конечно же, есть. Конечно же, есть. Но для верующего человека этой причинной и следственной связью управляет, творит кто? Аллах, Господь миров. Для неверующего это всего лишь причинно-следственная связь, как бы без участия Творца. Поэтому, если человек убежден, что это все происходит без участия Творца, это будет неверие, это будет язычество. Почему язычество? Потому что приписывается творениям качество Творца. Шестой вид язычества ширкуль а'рад. В некоторых книгах этот вид не упоминается. Он достаточно такой, очень непростой. Здесь давайте постараемся внимательно прослушать, послушать и понять, в чем же выражается ширкуль а'рад. То есть это ширк, который выражается в устремлениях, в намерениях. Сразу исключаем рие. Рие – это показуха. Когда человек совершает какое-либо хорошее, благое деяние ради показухи. Ради показухи. То есть это не является ширком в лексическом значении, это не является многобожием, это не является язычеством, но это является ширком в лексическом значении, и это будет малый ширк. А что касается ширкуль а'рад, язычество, многобожие в устремлениях, это когда человек четко, ясно, явно, намеренно, преднамеренно, умышленно совершает поклонение ради кого-то. Ну, допустим, ребенок стал на намаз, и он, допустим, проговаривает, допустим, говорит намерение свое. Я намерился совершить намаз ради довольства моего отца, ради довольства моей матери, ради довольства моих близких. Я соблюдаю пост ради того, чтобы ради моих близких, чтобы они, не знаю, не волновались или что-то еще. Вот это ширкуль а'рад. Но это здесь очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Поэтому ширкуль а'рад – это намеренное совершение поклонения не Аллаху. Рия, показуха – это то, что ниже язычества, и язычество в лексическом значении всего лишь будет, и это будет малое
язычество, малый ширк. Достаточно такая непростая тема. Непростая тема. Я думаю, что к этой теме мы еще будем возвращаться. Ну, самостоятельно будем возвращаться, будем читать, будем размышлять. И наша задача, что сделать? Наша задача в этом мире увидеть, кого увидит нашего Творца. Наша задача поклоняться именно нашему Творцу. И только Он, вахдаху ля шарика ля, Он один единственный, и нет у него сотоварищей. Вот интересно, сейчас вспомнил хадис. Это зикр, который проговаривается утром, проговаривается вечером. Утром проговаривается следующий зикр. Говорится: Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахади мин халькик фаминка вахдак. О Аллах, милости, ни'ма, милости, которые есть у меня и у всех творений этим утром, фаминка вахдака, от тебя одного, ля шарика ляк, и нет у тебя сотоварищей. То есть, таким образом, в хадисе подчеркивается, никто, кроме Аллаха, не может даровать милость. Также можно вернуться к именам Аллаха. Помните, у нас было такое задание, что сделать? Взять имена Аллаха и вставить формулу «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах» — нет никакого Бога, кроме Аллаха, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И вот слово «илях» можно поставить как раз что? Вот эти имена. «Ля рахмана илляллах». Нет никого, дающего милость, кроме Аллаха. «Ля шафия илляллах». Нет никого, дарующего исцеление, кроме Аллаха. «Ля гафура» или «ля гафира илляллах». Нет никого, прощающего грехи, кроме Аллаха. «Ля дарра илляллах». Очень такой важный момент. Нет никого, допускающего вред, дающего вред, кроме Аллаха. «Ля нафиа илляллах». Нет никого, дающего пользу, кроме Аллаха. Вот поэтому, повторюсь, по поводу домашнего задания, вот возьмите вот имена Аллаха и вот таким образом, скажем так, вставьте вот слово, вместо слова «илях» именно Аллаха, и прямо на русском языке или на своем языке все это распишите. И в этом случае нам будет понятнее единобожие. В этом случае нам будет понятнее язычество. Если единобожие мы пойдем, мы будем цепляться за единобожие. Если мы поймем язычество, будем отдаляться если нам будет понятно многобожие, язычество, мы будем отдаляться от язычества, от многобожия. Просим Аллаха, чтобы Аллах укрепил в наших сердцах единобожие. Просим Аллаха, чтобы Аллах удалил из наших сердец примеси язычества. Аминь. Джазакум Аллаху хайр за внимание. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.